فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, сегодня мы расскажем одну историю, в которой отражено мужество и настоящая отвага сподвижников, которых воспитал и наставил посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Эта история случилась при битве Аль-Ахзаб. Ее также называют сражение Урва. Когда неверующие ополчились против мусульман и решили осадить Медину, великий сподвижник Салман Аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, предложил пророку, да благословит его Аллах и приветствует, гениальную тактику, которая сыграла ключевую роль в победе мусульман. Вырыть окопы вокруг Медины, а рядом поставить лучников, которые будут поражать врагов вблизи окопа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, одобрил данное решение и повелел сделать ров вокруг Медины. Число мусульман в то время насчитывалось 3000 человек, в то время как количество неверующих достигало 10 тысяч человек. Следуя установленной тактике, мусульмане поражали стрелами приближающегося врага и опрокидывали их в проложенные ямы. Перейти окоп удалось только 2 людям из неверующих: Икриме, сыну Абу Джахля, который на тот момент являлся неверующим, и Амре ибн Вуда аль-Амире. Что касается Амра ибн Вуда, то это человек, который обладал бесстрашием, мужеством и жестокостью. Он был настолько сильным, что его меч с трудом могли поднять 2 человека. В доисламскую эпоху ни один человек не смел сойти с ним в бою. На своей голове он носил красную повязку, которая означала, что вышедший с ним на бой идет на верную смерть. Человек, которому предстояло сразиться с ним, писал предсмертное завещание своей семье. Во время войны 2 противоборствующие стороны становились в ряд друг перед другом, и с каждой стороны выходили 2 воина, которые сражались в равной борьбе. Иногда победа в такой борьбе и вовсе определяла победу на войне. Так вот, Амр ибн Вуда вышел к мусульманам и крикнул посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего: «О Мухаммад, разве ты не утверждаешь, что павшие из вас окажутся в раю, а наши павшие в аду? Так я полон желания отправиться в ад. Есть ли среди вас желающие оказаться в раю?» Все знали бесстрашие и свирепость Амра ибн Вуда, и поэтому никто не решался принять вызов. Но среди мусульман оказался один молодой сподвижник, который выразил желание сразиться. Это лев Аллаха, двоюродный брат посланника Аллаха, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Но вопреки этому посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, не позволил ему выступить против Амра ибн Вуда и повелел стать в строй. Амр повторил свои слова: «О Мухаммад, разве ты не говоришь, что ваши павшие окажутся в раю, а наши в аду? Я полон желания отправиться в ад. Так есть ли среди вас желающие оказаться в раю?» Али ибн Абу Талиб вновь выразил пророку, мир ему и благословение Всевышнего, желание выйти против него. Но посланник Аллаха отклонил его просьбу. Ученые объяснили данное распоряжение посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Они говорят, что так он учил своих сподвижников не принимать решения в спешке, а подойти к вопросу с терпением и благоразумием. Также они отмечают, что, отказывая просьбе Али, посланник Аллаха тем самым пробуждал в его сердце отвагу, мужество и еще больше желания схлестнуться в бою с Амром. Когда же враг Аллаха повторил свои слова в 3-й раз, и Али вновь изъявил желание выйти против него, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приблизил его к себе и отдал ему свою чалму и меч. Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, с первых же секунд поведал, что он отдаст свой меч любому, кто выйдет против Амра ибн Вуда, то каждый из мусульман захотел бы убить его благословенным мечом посланника Аллаха в своих руках.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, отдал свои чалму и меч Али ибн Абу Талибу и обратился к Аллаху с просьбой не лишать его, Али ибн Абу Талиба, подобно тому, как он лишился своего дяди Хамзы в битве при Ухуд. Он воззвал: «О Аллах, помоги ему против него». Получив от посланника Аллаха чалму и меч и воодушевленный его мольбой, Али ибн Абу Талиб устремился к Амру ибн Вуду с невиданной отвагой и мужеством. Он встал перед Амром, который сидел на лошади, и предложил ему сразиться с ним, на что Амр усмехнулся над его словами и не принял всерьез Али ибн Абу Талиба ввиду его молодого возраста. Но Али четко дал ему понять серьезность своих намерений и возгласил, что именно он принял его вызов, так как тот недостоин сразиться ни с одним из оставшихся позади мусульман. Амр спросил его имя, и когда Али назвался, Амр вспомнил его умершего отца, который являлся его другом. Амр попросил его отказаться от боя с ним в знак уважения его отцу, но Али возвестил ему, что он горит желанием убить его. Али предложил ему один из трех вариантов – произнести шахаду, либо покинуть поле боя и остаться в живых, либо сразиться, находясь на своем коне, а Али будет сражаться с ним без верхового животного. Ни один вариант не устраивал Амра ибн Вуда, а услышав последний третий вариант, он вошел в ярость и посчитал это унижением для себя. Они вступили в жестокий бой. Никто из присутствующих не смог увидеть, что там происходит из-за поднявшейся пыли. Амр ибн Вуда нанес удар мечом, который прошел через щит Али и оставил рассечение на его лбу. В ответ Али ударил его своим мечом между головой и плечом, и тот пал поверженный. Али крикнул: «Аллаху Акбар!» И мусульмане поняли, что он одержал победу. Али вырвал голову Амра и бросил ее перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Да будет доволен Аллах выдающимся сподвижником Али ибн Абу Талибом. Ученые пишут, что чалма, отданная ему из рук посланника Аллаха и надетая на голову, это понимание сунны. Меч, полученный из его рук, это мужество. А мольба, обращенная к Господу миров, это залог победы. Тот, кто будет придерживаться сунны нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, непременно будет удостоен победы от Всевышнего Аллаха. Пусть Господь миров одарит нас победой против нашего врага и наделит единством мусульманскую общину.